почему, и что это такое. И спутник Нью. Спутник Ижевск она называется, прям так. Есть такая? Логично, да. Ну, тоже неплохо. Умничка. Ctrl-L, и он ее откроет на весь экран. Да. Оп. Да. На самом деле, как появилась идея спутника, и вот тут сказали, что спутник там что-то с Яндексом сделать. На самом деле ничего мы с Яндексом сделать не хотим. Не хотим совершенно. У нас есть свои задачи, которые мы решаем. А все, идея спутника началась с того, что мы понимаем, что на самом деле в России сейчас примерно 70 миллионов интернет-пользователей, да, но население, мы с вами понимаем, 140 миллионов, 146 вместе с Крымом. И российский интернет, он будет расти. И он будет расти уже, скажем, не москвичами там, или питерцами, и не подростками, и всякими гиками, которые увлечены технологиями, а людьми там, чуть более старшего возраста, регионами и так далее. То есть в интернет придет еще много миллионов пользователей, совершенно новых, которые интернет используют совсем не так, как вот те люди, которые его примерно использовали до этого, да, и возникает некая эволюция потребностей, этим людям интернет нужен просто для жизни, и он вообще, в принципе, людям нужен для жизни, потому что через какое-то время, когда, мы же знаем все, что в Европе там проникновение интернета в стране там 80-90%, то есть примерно интернет-пользователь становится равно гражданин страны, да, и вместе с этим возникает проблема не только там пообщаться в социальных сетях, не только там покупки сделать, но и какие-то совершенно простые вещи, которые, можно сказать, офлайновые, да, и мы понимаем, что государство специально важные вещи приходят в интернет. Вот там сейчас в интернете появляется медицина, да, образование. У нас по закону должны к концу этого года все школы перейти на электронный документооборот, то есть должны стать везде электронные дневники. В Москве там треть школ уже отказались от бумажных дневников, а в Осетии 100% школ, по-моему, перешли на электронные дневники. У нас там есть, развивается ЕМИАС, медицинская система, да, через которую люди могут с помощью интернета, с помощью электронных там, очередей и записи пользоваться обычными социальными услугами там, медицинскими. Там, со следующего года запустится гид ЖКХ, где все управляющие компании будут опубликовывать там, свои сервисы в интернете. То есть развивается большая сфера, мы через несколько лет получим отдельный большой интернет, такой окологосударственный, социально ориентированный. То есть те вещи, к которым люди привыкли в обычной жизни, даже без интернета. Но их можно делать проще и лучше с помощью интернета. Поэтому был придуман спутник как социально ориентированная платформа для вот таких сервисов, для простой обычной жизни, для решения каких-то повседневных задач людей. Мы эти сервисы делим на три большие группы. Это сервисы информационной среды, то, чем вот мы пользуемся каждый день, так называемые портальные сервисы. Новости, погода, афиши, там, телевидение. Сервисы повседневных задач, сервис там, у нас есть, например, поиск по лекарствам, да, вы можете найти в ближайшей аптеке какое-то нужное вам лекарство по нужной цене, вы еще там увидите остаток в этой аптеке этого лекарства, или найти заправку с наиболее выгодной ценой на бензин, который там вам нужен, или там, найти работу, при этом сервис работы, он такой социально ориентированный тоже будет там, для студентов, для инвалидов, для пенсионеров, временная работа, работа на дому и так далее. И сервисы, связанные с государством, это как, там, как найти правильно услугами воспользоваться и так далее. Сейчас я вот покажу. Вот, например, сервис информационной среды, да, там узнать новости, посмотреть телевидение прямо на сайте. Основные федеральные каналы есть прямо на сайте спутника. Или повседневные задачи, там, найти лекарство, найти работу, заправить автомобиль. Окологосударственные сервисы, вот есть сервис «Удобная Россия», он помогает решить, там, прямо видно на сайте, там, как получить материнский капитал, или как оформить, не знаю, дубликат больничного листа. Все это сервис подсказок, который в интернете помогает найти или оплатить ЖКХ, оплатить детский сад можно прямо на сайте спутника. Но, к сожалению, все эти сервисы работают не одинаково во всех регионах, и для нас очень важно сейчас как раз сосредоточиться на регионах, потому что, если, скажем, в Москве можно найти в интернете базу всех полицейских участковых, да, а вот в регионах не всегда это можно. Не всегда можно сделать сервисы на основе этих данных. Поэтому мы на регионах сосредоточимся в ближайшее время очень сильно. И поэтому в ходе экспедиции мы налаживаем контакты, в том числе и с администрацией регионов, чтобы какую-то получить помощь именно в получении этих данных, да, получение, например, получить, не знаю, расписание всех региональных общественного транспорта, да, там, электричек, автобусов и так далее, и упаковать в это сервис, которым люди могут пользоваться там ежедневно. Собственно, вот морда спутника, так называемая, да, главная страница, прекрасный ледокол 50 лет Победы, сфотканный Сергеем с вертолета, не с того, правда, с которого сейчас будем сердце снимать, да, а с настоящего, в котором люди сидят.
Ну и, собственно, я вас приглашаю всех тестировать. Мы пока в бета-версии, не все сервисы еще запущены в бою. Будем их выкатывать еще очень много в течение лета, несколько сервисов появится. Поэтому приглашаю потестировать. Без живых людей развивать будет сложно, поэтому мы в боевом тестировании. И поэтому поддерживаем экспедицию, поддерживаем именно проект «Сердце города». У нас есть картографический сервис, все сердца окажутся на картах. И это очень интересный, собственно, проект, потому что сердце действительно, у него нет адреса, нет улицы, а оно должно появиться. Должен быть адрес у сердца, должна быть улица, и даже Wi-Fi должен в сердце появиться. Оно должно забиться Wi-Fi. Да, забиться Wi-Fi в сердце должно. Собственно, все, что я хотел рассказать про спутник, коротко, чтобы во все... Да, он показывает конверт. У нас есть, собственно... Мне подарок? Нет, это письмо, которое мы вручали о поддержке, собственно. Но у нас господина Агашина нет. Зато Дмитрий рядом, который может... Да, я вам его передам. И у нас есть аналогичное письмо губернатору, мы его тоже сегодня передадим о том, чтобы оказать нам какую-то посильную помощь в получении информации, чтобы упаковать ее в удобные сервисы, собственно, для людей. Спасибо.